Главному научному сотруднику, академику РАН Асхабу Асхабову сегодня исполнилось 70 лет. С юбилеем ученого поздравил Сергей Гапликов. От имени главы региона поздравительный адрес юбиляру вручил заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов. Как отмечено в поздравлении, Асхаб Асхабов всегда был предан и верен выбранному пути настоящего ученого и истинного патриота. За годы работы он проявил себя как талантливый исследователь, крупнейший специалист в области минералогии, а также грамотный руководитель и организатор. Прежде всего, от имени правительства, от всех произнести слова благодарности человеку, который который всегда был именем республики, как лыжники, как выдающиеся производственники, я бы сказал, брендом нашего региона и его судьбой по самому высокому счету. Асхаб Асхабов принял также самое активное участие в работе Республиканского отделения Русского географического общества и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Хотя сам он уроженец Дагестана, тем не менее почти вся его сознательная жизнь прошла в Коми. Он с серебряной медалью окончил школу номер 18 в Воркуте, а после поступил в Пермский государственный университет. Спустя 2 года перевелся в Дагестанский и там же получил специальность физика. Но после вернулся обратно в заполярный город обычным учителем. Любовь Лапина о том, как любовь к кристаллам привела Асхабова к званию академика. В этот день телефон Асхаба Магомедовича не замолкает. Первое поздравление он начал получать еще ранним утром с Дальнего Востока. Это спешили отметиться и коллеги, и друзья, и последователи. Его имя широко известно не только в России, но и за пределами нашей страны. Академик Асхабов – известнейший ученый, автор более 440 научных работ, свыше 2 десятков монографий и отдельных изданий, включая и учебные пособия для вузов. А начинал он обычным учителем физики в одной из воркутинских школ. В 1972-м прочитал объявление в газете о приеме в аспирантуру и решил попробовать. Так и оказался в Сыктывкаре. Думал на время. Вышло навсегда. Прошел путь от старшего лаборанта до директора Института геологии и руководителя Коми научного центра. Для основной массы народа, даже вот из Коми научного центра, я геолог, я говорю, хотя по образованию физик, а профессор я по физической химии. В академию я избран по специальности минералогии, а диссертации защищал по кристаллографии. Так что трудно определить конкретно мою специальность и мое направление исследования. Как говорил еще его учитель, академик Юшкин, геология и сам институт – это, по сути, геологический универмаг, он многоотраслевой. А потому и физику, увлеченному кристаллографией, здесь было место. Начинал Асхабов с изучения процессов регенерации кристаллов. Об этом написал и свою первую монографию. А после его изыскания и вовсе вошли составной частью в учебники вузов. Было интересно изучить, как это происходит. Это было тем более важно, потому что искусственное выращивание кристаллов происходит на определенных вырезанных из кристаллов затравках. Вот. Начало процесса – это начало регенерации до того, как он приобретет характерную для него форму. Вот это была моя кандидатская диссертация. Сегодня он признается, в те времена, когда ему довелось бывать на предприятиях по выращиванию кристаллов, ему было особо приятно видеть свои зачитанные буквально до дыр научные книги. Сотрудникам их выдавали под подпись как особо ценные экземпляры. Вот так Асхаб Асхабов первый раз осознал, что его теоретические изыскания приобрели самое настоящее практическое применение. Свою научную деятельность он ведет и поныне. Последние годы его больше занимают проблемы, связанные с особенностями существования вещества наноразмерной области. На языке обывателей это те самые нанотехнологии. Первое, что я могу сказать, я все-таки обосновал существование неких своеобразных частиц в этой области размеров, которые мне дал свое название кватароны. Вот вы знаете атомы, вы знаете молекулы, а это следующая ступень организации вещества кватароны, когда десятки, даже сотни атомов объединяются в некую структуру, которую сейчас принято называть наноструктурами. Именно этой кватаронной концепцией в последние годы и занимается академик Асхабов. И хотя пока о практичном применении этого открытия еще рано говорить, но уже точно понятно – это шаг к новому уровню знаний. А его научная школа по исследованию процессов кристаллообразования на микро- и наноуровне в 2012 году была признана ведущей научной школой России. Сегодня Асхаб Асхабов отмечает, 70 лет – это солидный возраст. Его научная карьера в плане занятий должностей подошла к концу, но научная карьера в плане получения новых знаний точно не закончилась. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган.
Сегодня в Сыктывкаре в отделе истории Национального музея республики открылась выставка к 80-летию со дня рождения первого главы Коми. Юрий Алексеевич Спиридонов «Человек-эпоха». Среди экспонатов уникальные документы, фотографии, наградные знаки и личные вещи, переданные в фонды музея вдовой Юрия Алексеевича. Одна из изюминок коллекции – летная книжка и значок за безаварийный налет 11 тысяч часов. Мало кто знает, что до того, как стать выдающимся политиком и первым главой республики, Юрий Спиридонов был пилотом гражданской авиации. Самая главная цель – это людям кому-то напомнить, а кому-то рассказать о такой выдающейся личности в истории России XX века Юрия Алексеевича Спиридонове, который всю свою жизнь, все душевные силы потратил для того, чтобы наша республика процветала. И сейчас, быть может, не все об этом знают, какое влияние он оказал на политическую, экономическую жизнь нашей республики. Это очень важно именно для подрастающего поколения. На открытие выставки пришли родственники, друзья Юрия Алексеевича, депутаты Госсовета, деятели науки, культуры и искусства, которые отметили огромный вклад первого главы в развитие экономики и государственности республики. Познакомиться с экспонатами выставки все желающие смогут до ноября месяца.